Ուրի սերոք դերցավ պատսախադը սաղլավակ բիբլթը Անատոլի նստոն ադեմ մեմը պարլամենտմը։ Ացվազը գջմազալ վախցդ պարլամենտեն բերտզալը։ Արբան բրտկուտա զակուն դատա գուրգանը մինավերտը քստվատամը վիդոնսատը կուխտորիա կենջտը։ Ախսանոդը մինավերտը։ Պատսախադը սաղլավակ նստոներ ձրտանա ռեսպուբլիկա խսանադուն պոլիտիկուն սոցիալուն էկոնոմիկ ուրցարտყում ցինադել։ Անտեստը թեմա դարտարը պերսպեկտիվա թլ։ Ֆախիցան կուտացալ դարֆադզդախան։ Քած տեստենանոցիոն պոլիտիկա բենդուր ամայա արազակ։ Պենսիտա պասոբիտա կոսմստացարանատուն պոլիտիկա էկոնոմիկա միդիա կողունը մտտագուն պոլիտիկա։ Alkatse sfera eder cestunga evertsa kachcefta. Պատսախադը սալակ ակցին ցվերտազակուն դատագուրգան արխայդել։ Ծիվնձինատա զրուղդա դուալդայդար մաժորիտարուն պրոպորցիոնալուն կսե սիստեմա ռոխիզգեուել։ Նր դեպուտատտան ֆադատից սամայ ընգուն քուսուй evzarjetime ամա արազուй պետեր սացարդ овարտասը фахуздерканене тахай. В сфере внутренней политики руководство республики неукоснительно следует принципам строительства правового государства, заложенными в Конституции Республики Южная Осетия. В соответствии с этими принципами была проведена избирательная реформа, позволившая в полной мере обеспечить соблюдение конституционного права граждан, право избираться и быть избранным. Переход на смешанную мажоритарно-пропорциональную систему выборов в парламент дал каждому гражданину Южной Осетии, а не только членам политических партий, возможность выдвигать свою кандидатуру. Изменения в избирательном законодательстве ожидаемо вызвали политическую активизацию среди широких слоев населения, что обусловило повышенный интерес к выборам в мажоритарных округах. Данная модель формирования парламента направлена на повышение качества обратной связи с избирателями на местах, когда житель территориального избирательного округа имеет возможность напрямую обратиться к депутату, представляющему округ в парламенте. Возрастает степень персональной ответственности депутатов перед своими избирателями. Депутаты парламента Республики Южная Осетия 7-го созыва должны в полной мере учитывать это обстоятельство, сделав один из основных акцентов в своей работе на решение проблем избирателей, прежде всего в районах республики. Люди не должны чувствовать себя забытыми, оставленными от выборов к выборам. Они должны ощущать внимание и поддержку со стороны своих избранников. И в первую очередь в плане совершенствования законодательства. Только тогда можно будет говорить о повышении эффективности законодательного органа республики. Все необходимые условия для этого созданы, включая возможность для народных избранников работать на профессиональной основе, сосредоточившись на законотворческой деятельности. Напомню, что нынешний созыв законодательного корпуса впервые в истории Южной Осетии избирался в профессиональный парламент. Переход парламента на профессиональную основу устранил противоречия с конституционным принципом разделения ветвей власти. На республике политикум партит архайдел зургебаны санкута кай базадысты кыстқумцина чивнин кутта уйдун. Анната кай ахысысты политикун арине. Сапозититацы партита свидар кутудун та хашынысты цамай архай армаст авзарсы трастаджина фал алы бундар. Растар ахам хуза республика не бун свидзан разматсавен. Совершенствование правоприменительной практики в сфере законодательства о политических партиях также дало положительный эффект. Еще недавно в адрес руководства республики можно было услышать обвинения в монополии власти, попытках зачистки политического поля. Однако время показало необоснованность подобных утверждений. Ряд политических партий, не отвечающих требованиям своего избирателя, ушли с политической арены, а оставшиеся стали более жизнеспособны и активнее участвуют в политической жизни страны. Убежден и неоднократно об этом заявлял, что партии должны работать на каждодневной основе, а не активизироваться за 2-3 месяца перед выборами, чтобы затем вновь уйти в спячку. Только тогда они смогут выполнять свои функции по отстаиванию интересов граждан, реагировать в повседневном режиме на их запросы и нужды.
Руководство республики настроено на диалог со всеми политическими силами, которые демонстрируют ответственный подход к решению актуальных вопросов. Перед лицом тех вызовов и угроз, с которыми сталкивается Южная Осетия, нам необходимо объединение усилий и слаженная работа всех политических сил и ветвей власти, а не политиканство, дешевый популизм и попытки использовать временные трудности для эскалации напряженности в обществе. Это путь в никуда. Такой подход идет вразрез с ожиданиями народа, тормозит развитие нашей страны, наносит ущерб укреплению ее государственных институтов и реализации национальных интересов. Յանստոն президент Բոխասկուտոն ապացուցած սերակ բարադուն դոկումենտ Конституция и странкатай. Вспомним еще раз первые фразы Конституции. Мы, народ Республики Южная Осетия, исходя из ответственности перед нынешними и будущими поколениями, стремясь обеспечить безопасность и процветание своего Отечества. Именно эти слова основного закона должны стать определяющей основой и смыслом всех наших устремлений и каждодневной работы ради нашей Осетии Алании. Дунейс канак эштырхышау, аманын уасыджы ахыс канак ван. Բանսան կանն ყավիմը փածաղը սալաջենստոնցդ կունկում է իֆիրը։ Յակարուն սակուդը та բանսան կուտու իուկուրտ կուխտորյականեջի ուցնեմացը парламенты սարտատատալան։ Этот тезис касательно работы каждого депутата со своими избирателями, это не только парламента касается, это и касается исполнительной власти, потому что тогда депутаты парламента должны тесно уже работать с исполнительной властью, доводить до них те чаяния, те просьбы, те проблемы, которые есть у каждого избирателя по округам, и чтобы вместе уже сообща и депутаты парламента, и исполнительная власть решали те проблемы по мере возможностей, по мере тех требований, которые на сегодняшний день у нас есть. Բադացովար խոցակտայի սորոզան զոկունդատա գուրգոն կուսմացը ֆորսետա զդախտուետ ուդունայ։ В послании президента нет и быть не может второстепенных пунктов. Каждый пункт – это четкое направление по реализации действий того или иного министерства или ведомства. Поэтому на послание президента приглашают различных руководителей ведомств, чтобы они из первых уст услышали и узнали, что им делать дальше на период определения этого самого президентского послания. Были обозначены задачи приоритетные, те задачи, которые должно решать современное государство, стремящееся к развитию, к демократии и к укреплению своей государственности. В сегодняшнем послании президента это еще раз обозначили, то, что наша республика на правильном пути. Parlamenti sesiyası kurir kast invalide sotsialun qaqanna da fadl zakone proyektme. Zakon da tagurga matse projekt nu redaksi xoze bavdista patsağa da salak bibiltanatoli. Parlament yaxidigetse engaz zakone proyekt raysta öme ivenzinetta boxaske. Prezidenti minevar parlamenti komaritatana deputatun korpusan fiqusen kuta prezidenti pozițina Respublika invalitel kuta da fadl. Ama parlamenti rayska zakon sayo xusak tam gaskay vars kuttawei. Президент, воспользовавшись своим конституционным правом, согласно части 3 статьи 71 Конституции Республики Южная Осетия, отклонил принятый парламентом закон о социальной защите инвалидов в Республике Южная Осетия. Сделано это было главным образом по следующим основаниям. Первое – это то, что президент посчитал невозможным оставить категорию инвалидов, то есть вторую группу, без льгот на жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на то, что вторая группа инвалидов у нас в республике на данный момент является самой многочисленной, это более 1600 человек, президент посчитал, что и их нужно обязательно включить в закон, и чтобы они тоже выплачивали коммунальные услуги со скидкой в 50%. То есть получается, что вы, наверное, согласитесь, логичнее оказывать эту помощь более 1800 инвалидов, нежели только примерно 60. Это было одной из приоритетных и основных вопросов, которые поднимал президент, изучая данный закон, который был принят парламентом.
И второе – это то, что в редакции, опять же, принятой парламентом, исключались инвалиды третьей группы в том контексте, что только инвалиды первой и второй группы могут обеспечиваться на льготных условиях в соответствии с законодательством о жилищной политике в сфере учета и предоставления гражданам жилья, а только инвалиды первой и второй группы могли обеспечиваться на них распространялись льготы по данному закону. И президент посчитал, что сюда также необходимо внести инвалидов и третьей группы. То есть их мы тоже оставить без этих льгот не можем. В соответствии с этим в парламент была направлена редакция президента, где указывались, где уже учитывались вот те замечания, которые были им даны. И на данный момент получается, что до принятия данного закона у нас остаются не реализованные или формально реализуемые проблемы инвалидов, которые после принятия уже данного закона помогут более интенсивной интеграции и адаптации инвалидов в реальные жизненные условия. Parlamenti Serdar Xadivek sotsialun politikamen aniznet qaqanotfadil parlamentun komiteti Serdar Plit Alexander Radu xatfiq usungutta. Zakome ermest fitsa группа инвалидит сахусак там газка хастуюй. Закон нам был прислан правительством. Закон достаточно такой серьезный закон, базовый закон, который нам необходим, безусловно, нашим инвалидам. В законе практически прописаны, да, все, вот так сказать, нормы, которые существуют в мире для инвалидов относительно той помощи, которую должно оказывать государство. Но единственный вопрос, который возник у нас и тогда еще, то есть, что такое закон? Закон, если не обеспечен финансово, то есть финансовое обеспечение этого закона, если нет закона, тогда закон не будет работать. В редакции, так сказать, правительства у нас закон обеспечивался всего лишь на 18,4 миллиона рублей. Ну, это хороший, в принципе, задел. 18,4 миллиона рублей – это первый раз в Южной Осетии выделяются с бюджета деньги, которые должны пойти на помощь нашим инвалидам. Но когда мы просчитали эти суммы, то есть 50% скидки, например, в первой и второй группе, где это было прописано, инвалидам, лишь коммунальные услуги. Тогда по нашим подсчетам получалось, что то есть 18,4 миллиона, из них около 3 с чем-то миллионов всего лишь выделялось на коммунальные услуги. Это ЖКХ и это электричество. Когда мы просчитали элементарно вот 50% скидку на одного человека, там 1800 приблизительно всех, ну, около 2000 всех инвалидов, это считая первую группу, вторую группу, инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды детства, тогда около 2000 человек получалось. Когда эти 3 миллиона разделить на 2000 человек, практически эта сумма была мизерна на каждого инвалида. То есть мы бы тогда не смогли обеспечить 50% скидку. Но если на себя, я очень рад, что на себя берет президент, вот, так сказать, реализацию, финансовую реализацию, тогда я только за, чтобы мы... Կոմարիտատը աննայը ինվարմացի բնդուրել խացակտա սարաստայդ էկոնոմիկոն ռայրաստի մինիստրացսում է բանսանքու տաստակակ բանմոտ մագասկա ուեմայ. И что сумма получается мизерная, хотелось бы пояснить, что большой разницы между вот этими 100%, которые подразумевались для инвалидов первой группы и которые мы разделили между, то есть передали часть для инвалидов второй группы, был сделан официальный запрос в Министерство экономического развития. Это уполномоченный орган, который такие расчеты делать может. Официальный ответ Министерства экономического развития есть и расчеты есть. То есть сумма мизерной не получается. Если с учетом 100% скидки там получалось средний расчет, мы уже не знаем, какое там потребление электроэнергии и так далее. В среднем мы знаем. В среднем мы знаем, поэтому были сделаны средние расчеты. Там, где стоят приборы учета, допустим, если это получается где-то 500-400 рублей, то если мы поделим это по 50%, то там почему вам кажется, что
кто, интересно, платит, например, за частный дом 500 рублей в месяц? Министерством экономического развития были сделаны примерные расчеты. Вы, в свою очередь, точно так же могли запросить эти расчеты. И когда правительством этот проект был направлен к вам, после этого была еще редакция президента. Мы сейчас говорим об этой редакции. И к этой редакции были сделаны расчеты. И если бы, не знаю, здесь присутствовал министр экономического развития, он бы, я думаю, свои расчеты подтвердил. Если они необходимы, мы вам их и представим. Или можете сделать собственные. Ինվալիտը սոցիալուն կականնատ ֆադլ նրդու վազակուն կայուևնատ կանը ու մագասկա յուրդի կոնցաստեն գասայ դեպուտատուն կորպուս ռազունյատ կոմը ռայսասայիու. Проект, за который вы голосовали, тот закон, то есть, который принят, за него голосовали, как это положено, большинством голосов. В той версии, в которой сейчас предлагается, значит, надо проголосовать за тот же принятый закон, но уже надо набрать за этот закон 2/3 голосов, как за конституционный закон. Parlamentă serdor qalaskanın sıverta duwe zakone proyektler. Deputatın korpusu յումիագրազը ձինադրայստա prezidenti բավդսկունդ redakcji. Դարտեր ընանիզնատ qaqanın adı sfere sevzargavovare fadil parlamentun комиссаразını farst. Вопрос нашей повестки дня – это мы обсуждали данный вопрос на президиуме парламента, в прошлом президиуме парламента. Это создание временной комиссии парламентского расследования по изучению ситуации, сложившейся в системе здравоохранения Республики Южная Осетия. Я думаю, что председатель профильного комитета Александр Михайлович нам даст информацию, зачем, почему именно в сегодняшних реалиях, условиях нам необходимо, чтобы мы создали данную комиссию. Уважаемые коллеги, мы прекрасно знаем, какая ситуация сложилась в системе здравоохранения, не только по лекарственным препаратам, хотя лекарственные препараты – это самая больная тема, которая есть у нас в республике, среди населения, среди медицинских работников. Сложилась она уже не сейчас, а где-то в конце прошлого года. Вы все прекрасно понимаете, что на последней сессии мы выделили около 13 миллионов рублей Министерству здравоохранения, очередных дополнительных финансовых средств. По расчетам Министерства здравоохранения эти деньги на самом деле не хватает на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, в том числе и расходных препаратов и вакцин. Но определенные расчеты у нас есть, которые прислало Министерство здравоохранения. Хотя, начиная с 2017 года, каждый год мы увеличиваем финансирование Министерства здравоохранения на эту статью, то есть на закупку лекарственных препаратов. В 2017 году это было около 125 миллионов, потом 155, потом в прошлом году уже дошли до 171, как я помню. И в этот год мы выделили уже 186 миллионов рублей. Но расчеты, которые сделало Министерство здравоохранения, я пока говорю только по лекарственным препаратам, говорят о том, что им нужно, то есть все заявки, которые пришли в Министерство здравоохранения со всех учреждений здравоохранения, там вся сумма, они нам представили президенту и в правительство, и нам представили документы, где им нужно около 260 миллионов рублей. Ссылаются на то, что там увеличилось количество онкологических больных, ссылаются на то, что увеличилось количество сахарного диабета, это льготная категория, и другие льготники. С другой стороны, с открытием нового центра гемодиализа, с вводом новых отделений в Республиканском многопрофильном медицинском центре, как они говорят, у них увеличиваются финансовые расходы на закупку лекарственных препаратов. Также, со слов, безусловно, растет доллар и, безусловно, увеличивается цена на рынке лекарственных препаратов. Это первый вопрос, который нас интересует. Второй вопрос, это на самом деле тяжелая ситуация складывается по кадровому вопросу. То есть прекрасно знаем, что отстроены хорошие, на самом деле, спасибо действительно России. Да, спасибо действительно России. Сделаны несколько серьезнейших объектов медицинских. Это и новый родильный дом, это и новый хирургический реанимационный комплекс.
это и детская больница, однако уровень, как мы видим, мы все из народа видим уровень медицинского обслуживания и медицинских услуг падает. Я думаю, что это связано и с организационными вопросами, безусловно, это связано и с кадровым ресурсом, это связано и с централизацией здравоохранения. То есть многие вопросы, которые нас на самом деле каждый не было такой сессии, где бы группа депутатов не стала и не поставила вопросы и перед министерством, и вообще перед друг другом, почему у нас вот так происходит. Поэтому мы все хотим разобраться. Вопрос был поставлен не сегодня, не вчера, а достаточно давно, 2-3 месяца назад. И, в принципе, мы все за то, как я общаюсь со своими коллегами, мы за то, чтобы создать временную комиссию расследования деятельности всей сферы здравоохранения и, наконец-то, ответить и для себя, и для своих избирателей, и для своего народа, ответить на определенные серьезные вопросы. Почему вот это у нас происходит? Parlamentu ընկթայ կամիսես քունմը բացդստը parlamentu սերդար խադիվակ պլիտ Ալեքսանդր բյուջետ մաֆիտուն ֆեդրալ parlamentu կամիտետը սերդար ջիութելենա əmə parlamentu deputat Уалата Ибрагим. Уважаемые коллеги, значит, данный вопрос обсуждался, как еще раз повторюсь, на президиуме парламента. Там было единогласным решением принято, чтобы направить именно данный вопрос на сессию парламента. Я думаю, что и людей, которые мы тогда обозначили, 3 наших депутатов, это, конечно же, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Плев Александр Михайлович, это и председатель комитета по бюджету Джоева Елена Ахсаровна и депутат парламента Валерий Ибрагим. Тогда президиумом были приняты данные кандидатуры. И вот с учетом данных кандидатур я бы хотел, чтобы мы сегодня на сессии проголосовали за создание данной комиссии в том составе, в котором она была озвучена и на президиуме парламента, и сегодня на сессии. И по окончании работы данной комиссии, эта комиссия сделает уже доклад парламенту, и доклад, с этим докладом мы, конечно же, ознакомим и президента республики, и председателя правительства республики. Իումյագրազը ձինադրայստոյ բավդսկունդ կանդիդատուրը թեմեներ կամիսուանք տարևնալձստը սակոստը ֆադել ոգավար դլդար բակուսնմը։ Ուալամ խաս ֆորստե պարլամենտի սարդարվեց սոխադվյակասի տպյոտեր յակալիգատը խուստար տազդախտա կարանավիրուսը ալվարսը վզարկատ հասակ ձինադմը։ Զաղկատ դումդա ու խիբախ իզնմը ədas սինադը մոզալ տարայսն։ Мне кажется, что депутаты должны понимать всю серьезность этого вопроса, который сейчас перед нами стоит, всю серьезность, полностью. И многомиллиардный Китай показал на весь мир, как можно и нужно с этим бороться, и других способов, к сожалению, больше не придумали. Китай, который обвиняют в некотором тоталитаризме, железной рукой навел порядок, и сейчас в том самом Ухане, где была главная вспышка вируса, люди вышли на работу. В то же время в либеральной Европе, где соблюдаются права человека, им не могли первое время запретить гулять, где они хотят, она уже полыхает. Поэтому единственный способ этому противостоять, это дисциплина железная. Либо мы будем так делать, либо мы можем иметь очень тяжелые, может быть даже катастрофические последствия для нашего народа. Բանսանքան կայուի մախիտ սադարաստերցդ ացը վիրուսը նխմատող կանը նվադել ապերատիվուն շտաբ, ես սերդար պուխատեերի, իստերցդ խիցاد ու ագավերտեր ացը տեսագնիզ ма էրուազն əmə ма ապարախատ կանը նմոզալ տվադılдар.